Привет, это Арсений Кайсаров. В этом выпуске я хотел бы поговорить о такой теме симптома отвыкания. Как я говорил, что бросить пить это легко, да, гораздо труднее не начать пить снова. Нужно знать, что конкретно нужно сделать. Что такое симптом отвыкания? Вот если ты не знаешь этого понятия, очень трудно будет бросить пить. В науке симптомы отвыкания, они называются еще постабстинентный синдром или ПАС. Они называются синдром сухого пьянства, подострый синдром. Названий куча. Я их называю одним словом симптомы отвыкания. Что это такое? Смотри, симптомы отвыкания – это долгосрочные последствия после употребления алкоголя. То есть после того, как ты прекращаешь пить алкоголь, проходит некоторое время, и ты начинаешь испытывать данные симптомы. То есть последними исследованиями было установлено, что человек, который бросает пить алкоголь, через некоторое время он начинает испытывать неустановленные клиническим путем психические расстройства. Это и есть симптомы отвыкания. Большинство людей знает только краткосрочные последствия алкоголя. Это головная боль на следующий день, чувство разбитости. Да, бывает у тебя такое, что ты ходишь с таким состоянием. Но никто не замечает и мало кто знаком с симптомами отвыкания. Эти последствия, они начинают тебя одолевать с особой силой только спустя несколько дней после начала воздержания от алкоголя. То есть даже ты остаешься трезвым, но ты продолжаешь испытывать последствия алкоголя. Ну, приведу примеры, что это такое может быть, да? Это чувство беспокойства, беспричинного беспокойства. Это чувство такой напряженности. Я называю это взвинченность, взвинченное состояние, когда ты просто не знаешь, куда себя деть. Пойми, что это не есть твои реальные чувства, это есть последствия прошлого употребления алкоголя. Если ты их распознаешь, если ты ясно и четко понимаешь, что это последствия алкоголя и нужно просто их переждать, то ты сможешь не сорваться. Большинство людей принимает, я как сказал, эти чувства за собственные чувства. Они думают, возможно, это из-за того, что у меня какая-то проблема в жизни, там из-за каких-то проблем. Но нет, причина только одна. Это прошлое употребление алкоголя. Центр симптомов отвыкания находится в центральной области груди, вот здесь вот. Вот именно здесь ты испытываешь такие неадекватные чувства. Это похоже на самопроизвольный спазм. Запомни этот центр и понаблюдай, когда ты начнешь воздерживаться от алкоголя, как у тебя здесь будут происходить самопроизвольные спазмы, такие самопроизвольные сжатия. То есть это чувство ты испытываешь, когда происходит как будто бы что-то плохое в жизни, но по факту ничего не происходит, но чувства, они есть. Это и есть главный симптом отвыкания. Если ты начинаешь замечать, что у тебя начинаются вот такие спазмы, это означает, что ты вступил в фазу срыва. Необходимо тебе ее просто переждать, сбавить жизненный темп и так далее. О том, что конкретно делать, я уже рассказываю в других своих выпусках. У тебя мышление приобретает четко негативный характер. То есть, если до этого у тебя было такое более-менее спокойное состояние, то сейчас у тебя все мысли негативные. Если ты замечаешь, что тебя просто начинает негативить, это означает, что ты вступил в фазу действия симптомов отвыкания. Это период временный, он пройдет. Это последствия прошлого употребления. У тебя появляется небольшая такая неритмичное сердцебиение или учащенное сердцебиение. Это может отражаться на покраснении лица, на покраснении глаз. Можешь посмотреть в зеркало, и ты даже можешь увидеть эти последствия. Если в обычной жизни ты дышишь спокойно, то когда действует симптом отвыкания, у тебя начинается такое учащенное дыхание, тебе кажется, что тебе не хватает воздуха, что тебе трудно дышать. Вкупе это называется уже синдром срыва или синдром симптомов отвыкания. Симптомы отвыкания приходят по-разному. Они могут приходить с разной силой, с разной интенсивностью. Однажды к тебе приходит навязчивое решение выпить, как универсальный способ сбросить напряжение. Если ты выпьешь, ты сбросишь симптомы отвыкания, но ненадолго. Они придут с новой силой в следующий раз. И расстояние уже между вот этими периодами затишья будет гораздо меньше. Единственный способ — это их переждать. То есть симптом отвыкания, когда он приходит, ты
буквально не знаешь, куда себя деть. Но это действительно неспокойное состояние, у тебя начинаются постоянные спазмы, как я сказал, в центральной области груди, и все из вышеперечисленных симптомов отвыкания. Если ты их идентифицировал, если ты их распознал, у тебя появляется шанс сохранить трезвость. Характеристиками симптома отвыкания является то, что они действуют от 6 до 12 месяцев. Если ты пил несколько лет до этого, там 5, 10 лет, 20 лет, да будь готов, что у тебя действительно будут симптомы отвыкания примерно 1 год действовать. Они приходят периодически, они то приходят, то отступают. Не нужно думать, что тебя будет постоянно колотить. Нет, они будут периодически проходить, но ты к этому должен быть готов. Потому что следствие, твое употребление, это было в прошлом. Сейчас ты имеешь дело с последствиями. Нельзя работать со следствием, потому что причина уже была совершена. Если ты будешь стараться работать со следствием, то у тебя ничего не получится. Ты будешь раскачивать лодку в той, в которой ты сидишь. Когда появляется симптом отвыкания, он увеличивает стресс. Стресс увеличивает симптом отвыкания. То есть, поэтому твоей целью является максимально минимизировать в своей жизни стресс, потому что это есть лишний фактор возникновения симптомов отвыкания. Симптомы отвыкания неминуемо со временем проходят. После того, как ты выпил свой последний бокал пива, у тебя начнется обратный отсчет. Но помни, что симптомы отвыкания убывают нелинейно. То есть тебе может быть то хуже, то лучше, то опять лучше. Но в долгосрочной перспективе симптомы отвыкания, они всегда уменьшаются. Запомни это. Ко мне часто обращаются люди, у которых проходит 1 или 2 месяца трезвости. Они говорят, что у них что-то до сих пор колбасит их, до сих пор появляются вот эти периодические спазмы, навязчивые мысли выпить. Человек очень рано ожидает позитивных изменений. Я всегда говорю, ты сколько пил? 10 лет, да? Почему ты сейчас ожидаешь, что ты за 3 месяца твоя нервная система будет новая, как новая? Нет. То, что ты пил 10 лет, и тебя никто не предупредил о том, что будут такие симптомы отвыкания, не избавляет тебя от ответственности. Понимаешь? Ты не робот. Ты хочешь загрузить волшебную флешку и вшить новую программу? Нет, ты биологическое существо. Твоя нервная система приобрела достаточно серьезные изменения под действием алкоголя. И сейчас у тебя появился шанс для того, чтобы вернуть себе нормальное состояние. Помни, что твое отрицание рождает усиление симптомов отвыкания. Распознание симптомов отвыкания уменьшает их. Идентифицируй их. Хорошим способом понять, что ты вступил в стадию действия симптомов отвыкания, это их зафиксировать в письменном виде. Я в свое время вел дневник, что я советую тебе. Когда ты пишешь, что я испытываю сейчас там спазмы в центральной области груди, я испытываю беспричинное беспокойство, у тебя появляется шанс. Это очень хороший способ распознать. Не всегда, когда ты ходишь бодрым и веселым, ты можешь понять, что происходит. И я тебе скажу, по умолчанию мозг, он будет тоже обманываться. Он будет видеть твое состояние негативное, тебя начинает штормить, то есть симптом отвыкания. И мозг будет думать, я себя чувствую плохо из-за каких-то проблем. Он тебе навесит, скажет, что это из-за проблем там на работе, из-за проблем в личной жизни, из-за каких-то личных твоих проблем. Он тебе 100%, я говорю, подкинет такую вескую причину, и ты ей поверишь. Как так получилось, что чувства и мозг стали твоими врагами? Пойми, так не было всегда. Когда ты не вводил в себя химические вещества, изменяющие твое сознание и влияющие на твою нервную систему в виде алкоголя, наркотиков, никотина и так далее, все было хорошо. Ты был хозяином своих чувств и своего мозга. Сейчас ситуация поменялась. И виноват только ты. То, что ты не знал, это ничего не меняет. Чем раньше ты это осознаешь, тем раньше начнешь с этим что-то делать. Помни, что страх, что у тебя всегда будет негативное состояние, это иллюзорный страх. Помни, что твоя нервная система, она в конце концов восстановится, и ты сможешь чувствовать себя хорошо, чувствовать себя уверенно и смотреть на жизнь открытыми глазами, когда ты станешь хозяином своего мозга и хозяином своих чувств. Если можно свести этот ролик только к одному предложению, я бы сказал: будь бдительным и осознавай симптомы отвыкания. И переставай рассуждать,
когда они действуют. Тогда ты будешь трезвым. Это была основная информация, которую тебе нужно владеть, как человеку, который начал вести трезвый образ жизни. Если есть какие-то вопросы в комментариях, пиши свое мнение там. В следующем видео будет видео о том, как поддерживать трезвость, поэтому не пропусти его. Меня зовут Арсений Кайсаров, это проект «Навигатор трезвости». Пока.